В общем, есть мой старший брат Олег, у нас с ним одни родители. Тимур мой младший брат, у нас с ним разные отцы. И еще у нас есть Аника, наша сестренка, у нас с ней тоже разные отцы. Ты бы отдала свое сердце мне, если бы оно спасло мне жизнь? Ну нет, ты знаешь, что такое секс? Ты пробовал сигареты или алкоголь? Сигареты нет, но алкоголь было дело. О май гад, Бро, смешно, смешно. Читай все самое интересное о Якутии на News Якутска. Всем привет, меня зовут Настя, мне 23 года, и это мой брат. Всем привет, меня зовут Тимур, мне 12 лет, и это моя сестра. Как хорошо вы с друг другом общаетесь. Ну, я думаю, видно, что мы общаемся. Хорошо общаемся. Я очень люблю Тимура и ценю его. Ну, так, типа... Она у нас не особо живет много. А где она живет? Не знаю. Шатаюсь там где-то непонятно где. Ну хотя бы скажи то, что в другом городе, а не на помойке где-нибудь. Я часто езжу по другим городам и уезжаю. Последние 5 лет у меня вот так проходит, что я то в Питере, то в Москве, то в Якутске и постоянно в разъездах, грубо говоря. То есть не особо общаемся много. Последние года. Сегодня вы будете отвечать на вопросы, которые придумали мы. Если вы не отвечаете на вопрос, то вы отдаете 250 рублей другому участнику. What the fuck? Окей. Будешь мне должен. 1, 2, 3. Оп, я начинаю, получается? Блин. Ладно, давай я начну. Что бы ты изменил во мне, что тебе во мне не нравится? Идеальная сестра. Я не могу на тебя не смотреть своим злобным взглядом, и ты честно скажи. Наверное, то, что ты не часто у нас живешь. Немного. Тебе меня не хватает? Наверное. О, это очень мило. Я думала, ты меня обосрешь. Ну давай, теперь ты тяни. Ты бы отдала свое сердце мне, если бы оно спасло мне жизнь? Конечно, я бы даже думать не стала. Это слишком такой очевидный, мне кажется, вопрос. И своей младшей сестре, своему старшему брату, и Тимуру, и маме, разумеется, я бы отдала свое сердце, если бы это спасло им жизнь. Семья на первом месте. А ты, стой. Ну, я знаю, что он ответит. Трудно. То есть я без раздумий бы отдала тебе свое сердце, а ты еще раздумываешь? Ну ладно, он молодой, он не повидал жизнь, не знает, что его ждет впереди, поэтому он может еще подумать об этом. Я-то матерая уже знаю. Что ты скажешь, если встретишь папу? Я, наверное, даже не узнаю, если просто по улице будем ходить как-то. Но если мама его позовет, то, скорее всего, скажу то, что уходи отсюда, что-то около такого, наверное. Считаешь ли ты себя красивой? Ну, я считаю то, что меня в семье Кроловецких обделили умом, но не красотой точно. Так что да, хоть это и звучит, наверное, самоуверенно для кого-то, но я все-таки считаю то, что признавать свою красоту, это, в принципе, нормально, это не противозаконно, и да, я считаю себя красивой. А ты? Не особо. Почему? Ну, не знаю. Ты моя кровь, ты красивая. Так, ладно, давай. Расскажешь ли ты маме, если увидишь меня пьяной? Нет, наверное. А ты видел меня пьяной? Нет. Точно? Вроде, да. Ты предполагаешь, что ты не видел меня пьяной? Да. Такой малыш у меня маленький, даже не подозреваешь. Когда-нибудь заставала родителей, когда они занимались любовью? О боже! Так, я попытаюсь вспомнить. По-моему, на моей памяти не было таких моментов. Слава богу. Слава богу, меня уберут от этого бог, и я не разглядела такой картины. Но... Что, ну... Ну нет, не было таких моментов, слава богу. Я даже спрашивать не буду. Если я не видела, то он, наверное, и подавно. Ты же не видел? Нет. По шкале от 1 до 5, насколько сильно ты меня любишь? 4. Так... Я не поняла. Ты стебешься надо мной? А почему 4? Где еще 1 балл? Это потому, что у меня с тобой рядышком иногда не бывает? Наверное. А почему? Почему не 5? Потому что на 5 мама. В общем, есть мой старший брат Олег, у нас с ним одни родители. Тимур мой младший брат, у нас с ним разные отцы. И еще у нас есть Аника, наша сестренка, у нас с ней тоже разные отцы. То есть у нас в семье 4 детей и 1 мама. Тебя бросали парни? Что самое плохое они говорили? Да, к сожалению. Ну, не то чтобы меня бросали, это был такой обоюдный расход, но по инициативе молодого человека, хотя я сама понимала, что тут уже все ГГ. Самое плохое, никогда не было у меня расставания таким, чтобы мне что-то плохое говорили. Слава богу, были такие спокойные, нормальные человеческие отношения, человеческие расставания, и мне не пришлось проходить через какой-то кибербуллинг или абьюзивные отношения. Вот, поэтому расставания были у меня спокойные. Никакие гадости, слава богу, мне не говорили. Видимо, хорошо себя преподнесла в отношениях. А у тебя была девушка? Нет.
Нравится кто-нибудь? Ну да, Как ее зовут? Схена. Не, ну я не хочу 250 рублей терять. Ты знаешь, что такое секс? Ну, я думаю, ты понимаешь, издеваетесь? тебе 12 лет. Ты же понимаешь, что это такое? Да. Тебя не аист принес. Ага. Рассматривай это с точки зрения биологии. Ну, с точки зрения биологии, это продолжение вида. Все, довольно ясно, Всё. понятно. Кого из братьев ты любишь больше? Ну... стоп. Точно. Это на самом деле такой сложный вопрос, потому что с Олежкой мы пережили больше, мы с ним времени провели больше, потому что Олег у меня старший брат. Ну и, наверное, да, своего старшего брата Олега я люблю больше. Прости, Тимур. Да Это тебе ничего. ответочка за 4 балла из 5. В общем, да, своего старшего брата Олега я люблю больше, потому что, меня с ними связывает больше. И какое матершинное слово ты знаешь? Я знаю, что ты знаешь много. Когда мама нет, громче всех орёт, когда в компьютерные игры играет. Ну скажи что-нибудь, все равно запикают, мама не узнает. Ему прям говорить же, да? Как изобразить дельфина? Ну, короче, знаю, в общем, да. В общем, знаю. Ну скажи хотя бы одно матерное Нет. слово. Я же слышала уже. Ну и что? Ну хотя бы самое приличное, Нет. которое в литературе. Ну ладно, не хочешь какое-то? Ну, разве то, что я знаю, это недостаточно? Грубое описание... Грубый блин, то есть... Грубый блин. Все, отлично, я тебя поняла. Давай. Кто из мужей мамы тебе больше всего нравился? Ну, я даже не знаю, никто. Ну, вообще был один человек в жизни моей мамы, в нашей жизни, который очень сильно запал в душу. Действительно был очень хороший человек. И вот этого человека я больше всего уважаю, и он относился наиболее уважительно из всех. Это так ужасно звучит, господи, из всех. Будто у моей мамы, орала мужиков. Ну, на самом деле, это не так. Вот, был один, его я ценю. Я думаю, он сам понимает, если он увидит, что речь идет о нем. Ты пробовал сигареты или алкоголь? Сигареты нет, но алкоголь было дело. Когда ты успел? Мы как-то с мамой сидели, и она мне дала ложку вина. Ну мама ложку вина, ладно, это нормально. Мне мама вообще однажды, знаете, что дала? Она, налила коньяк в крышечку. И такая, на, попробуй. Я такая, я уже это пробовала, алкоголь, она об этом не знала. Она думала, что у меня будут первые впечатления какие-то. Я, конечно, там скорчила гримасу, типа, о боже, какой отвратительный вкус у алкоголя. Хотя я уже прекрасно знала, какой это вкус. Ну, кстати, еще этим летом, точнее, прошлым летом, то есть 2020 года, летом, мама делала хворост, а там же используется водка в рецепте. Ну вот. Ну, я тесто ел. Ты опьянел? Ну, голова чуть-чуть болела. Сколько лет у тебя был первый поцелуй и первый кекс? О май гад, Первый поцелуй, я помню достаточно хорошо. Он был у меня, по-моему, лет 15. Если я не ошибаюсь, либо в 14. Это было по подростковой любви, то есть все было красиво, приемлемо, никаких там пошлятин и так далее. Первый кекс, у меня он был 17 лет. Я очень жалела в то время, что не дотерпела до 18, мол, типа, девушка должна быть вообще там целомудренная, всякое такое, хранить себя до свадьбы, чуть ли там не в паранже ходить, но в 17 лет по любви очень сильно, я не жалею, и все у меня было цивильно, хорошо, и то есть я вообще об этом моменте не жалею в своей жизни. А у тебя первый поцелуй уже был? Нет. Ну ладно, допустим. Что, вы угораете, что ли? Ты видел меня голой? Я знаю, что нет. Нет. А я тебя... Ну, я тебя мыла в детстве, как ты маленький был. Жопу вытирала. Господи, вы не представляете. Маленькие дети, они как будто бы себя вообще не контролируют. Вот этот вот человек, как и Аника, часто путали меня, походу, с горшком. Не знаю, можно это говорить или нет, но что у Аники, что у Тимура есть такая проблема, то что я сижу, держу их на руках и просто... Сюрприз. Давай, последний вопрос. Сколько девушка должна родить, и почему ты не рожаешь? Ну, я не считаю, что есть какой-то возраст, когда женщина должна рожать. Какие-то условности, выставленные там нашими родителями, бабушками, это вообще какой-то бред, как по мне. Девушка должна рожать, когда она будет готова, когда она будет уверена в своем партнере, когда она будет знать, что она сможет содержать своего ребенка. Я не хочу рожать, так как я, во-первых, не встретила человека, с которым я готова завести семью. Во-вторых, я не уверена, что я смогу потянуть вообще ребенка. То есть я не уверена в своем финансовом положении в данный момент. И в-третьих, я считаю, что я еще сама ребенок, я еще хочу отдохнуть, я хочу еще погулять. И я думаю, что ребенок, если у меня и будет, я вообще часто ловлю себя на мысли, что я какой-то там из разряда child-free и не особо хочу иметь детей. Я понимаю, что со временем это может измениться мнением. Ну вот, я думаю, что если появится, то только к годам 30. И нет, это не старородящая. Моя мама родила Анику 44. Думаю, все. Все же? Так, это не все, это не все. Еще вопросы есть? О,
В этом мультфильме баран влюбляется в свинью. Аран влюбляется в свинью. Я на самом деле очень мало мультиков смотрела. Может, барашек Шон? Блин, там там еще бикини в тему с вымем, да? Это этот мультик? Как он назывался? Смешарики? В этом мультфильме брат предал сестру ради другой женщины. Что это за мультфильм такой? Мне он уже не нравится. Есть один сериал на Никелодеоне «Грозная семейка». Грета и что там холодное. Ну, блин, как он назывался-то? А может, типа, вот это вот, которая там... Ну, там, типа, был еще Кай. Да, Кай и Грета. Я не помню. Холодное сердце. Ледяная королева, может? Ледяное сердце? Снежная королева? 1-1. А ты вообще читал эту сказку? Нет. В этом мультфильме есть персонаж с номером 95. Тачки. Правильно, у нас есть еще 1 балл. 2-1 счет. В этом мультфильме девочка издевается над хищным зверем. Маша и Медведь! В этом мультфильме бабушка и берут приемного ребенка. Колобок. Лунтик? Я вот сижу и думаю. Так, стоп, лунтик или колобок? Лунтик. В смысле? А колобок? Я вот сижу и думаю. Ну, скорее всего же будет Лунтик. Это же твой Точно любимый будет. мультик. Вы Ага. не представляете, когда он был маленьким, как он смотрел мультик этот. Он под него засыпал, просыпался. Ага. На, возьми вот так, чтобы люди не думали, что я брату не даю деньги. Я ему даю деньги, просто он не помнит об этом. Меня разорили. Всем пока, ставьте лайки, колокольчик делайте, чтобы не пропускать по воскресеньям видосы такие с каверзными вопросами. Ребят, всем пока. Спасибо за внимание. Everything